Пожалуйста. Уважаемый Ради Фаридович, уважаемые коллеги, в республике на прошедшей неделе произошло 105 пожаров, при которых погибли 3 человека. Выделю пожар в Иглинском районе. 26 февраля в селе Тикеево пожарный извещатель спас жизнь 70-летней женщине, которая спала в доме, где произошло возгорание. Пожарный извещатель был установлен за счет средств бюджета республики. Собственнику дома, как подпадающему под категорию одиноко проживающие граждане в возрасте 55 лет и старше. С начала года по сравнению с прошлым годом произошло сокращение количества пожаров на 134 случая и уменьшение числа погибших на 19 человек. На этой неделе предстоит празднование Международного женского дня. Согласно статистике, праздничные дни возрастает число погибших при пожарах. Поэтому прошу глав администрации организовать реализацию всего комплекса профилактических мер, в том числе подворовой и поквартирный обход семей с детьми, находящихся в социально опасном положении. По состоянию на 2 марта в республике больных с коронавирусной инфекцией не зарегистрировано. В отчетный период произошло 3 падения с высоты, в результате которых погибли 2 человека в Уфе. 29 марта в результате порывистого ветра повреждена кровля на площади 50 квадратных метров учебного корпуса Стерлитамакского межотраслевого колледжа. Погибших и пострадавших нет. Аварийно-восстановительные работы завершены 1 марта. На водных объектах республики происшествий не допущено. На прошедшей неделе закрыты ледовые переправы через реку Уфа в Краедельском районе и через реку Белая в Бирске. Продолжает функционировать ледовая переправа в селе Староян-Зигитово Краснокамского района на реке Белая. В связи с плюсовыми температурами в дневное время и уменьшением толщины льда любителям рыбалки рекомендуем воздержаться от подлетной ловли рыбы. Жителям республики представляем возможность наблюдать за ледовой обстановкой на реках республики на геоинформационной системе через сайт Государственного комитета. Доклад окончен. Спасибо большое.